Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. Многие люди удивляются, глядя на верующих. Они задаются вопросом, зачем эти религиозные люди соблюдают различные религиозные каноны и предписания, во многом непонятные и, как им кажется, лишенные смысла. Например, люди спрашивают, что плохого в том, что если раз в неделю выпить бокал хорошего вина, ведь это же не пьянство. Что плохого в том, что люди по любви, молодой парень и девушка, сожительствуют с друг другом. Они же не развратничают, они любят друг друга и без венчания, без никаха строят свой первый опыт совместной жизни. Зачем истязать себя 30-дневным голоданием, которое именуется постом? Зачем 5 раз в день исполнять молитву? Подобные вопросы волновали и самих мусульманских богословов еще в древности. И по этому поводу есть масса литературы, где эти проблемы обсуждаются. Богословы задавались вопросом, грех — это абсолютное зло, а благочестие — это абсолютно добро или нет? Мы не пьем вино, потому что это объективное зло, или не убиваем человека, потому что это объективное зло, или лишь потому, что это назвал грехом Всевышний. И если бы он это не назвал, все было бы по-другому. Подобных вопросов, подобных обсуждений было немало, но мне бы хотелось обратить внимание телезрителей на другую сторону этого вопроса. Ислам устанавливает различные предписания для того, чтобы верующий мог быть внутренне дисциплинированным. В данном случае речь идет не о дисциплине, навязанной извне, а о дисциплине, как основанной на собственном выборе. Именно такого рода дисциплина, внутренняя дисциплина, помогает человеку вырваться из плена своего эго, нафса, который, как известно, является единственной преградой, отделяющей нас от Всевышнего. Эта дисциплина помогает нам вырваться из плена соблазнов и искушений, в которых мы постоянно пребываем. Посмотрите на современного человека. Он целиком и полностью подчинен своим соблазнам, подчинен своим страстям. На этом построена вся потребительская экономика. Человек 12 часов вкалывает в сутки лишь для того, чтобы купить себе новые ботинки, лишь для того, чтобы купить очередной новый ремешок, кожаный ремешок для своих часов. Вся жизнь его подчинена удовлетворению этих страстей. Все подчинено этому. Этот человек потерял свободу. Он не может жить свободной жизнью. Но кто-то может спросить, а что в этом плохого, когда человек удовлетворяет свои желания, свои страсти и так далее? Ведь это же здорово. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Когда человек подчинен своему эго, своим желаниям, своим нафсу, то тогда, согласно мусульманской логике, он отдаляется дальше от источника, от Всевышнего. И поэтому жизненные силы покидают его. Вспомните, как вы чувствуете в выходные дни, когда два дня безделья. Ничего не нужно делать, никуда не нужно торопиться. Целый день днями лежишь на диване, жуешь пончики, смотришь телевизор, но почему-то к концу дня чувствуешь себя абсолютно разбитым, уставшим, абсолютно не отдохнувшим. Другое дело — активный отдых, когда человек идет в лес, в горы, его эго, его нафс ноет, плачет, просит вернуться на диван в комфортные условия, но мы его не слушаем, мы идем вперед. И к концу выходных дней мы чувствуем прилив сил, энергии, бодрости. А когда мы слушали наш нафс, лежали на диване, мы, напротив, чувствуем себя разбитыми. Нафс, эго человека и сам человек — это словно сообщающиеся сосуды. Жизненная энергия, по которым перетекает тому, в чьих руках находится пульт управления. Религиозные предписания помогают нам этот пульт управления держать всегда в своих руках. Они играют ту же роль, что и жизненные цели, которые мы имеем в своей жизни. Когда человек вдохновлен каким-то проектом, когда человека ждет глобальная цель, которая его воодушевляет, он не оглядывается на нытье своего эго, на своего нафса. Тот просит его отдохнуть, выспаться, пожалеть себя. Но нам не до этого. Нам хочется
совершить то великое, чем мы вдохновлены. У нас много сил, много энергии. Почему? Потому что пульт управления находится в наших руках. Не эго, не навс командует нами, а мы управляем им. И поэтому жизнь перетекает к нам. Религиозные предписания верующих, они помогают человеку точно так же. Они помогают человеку контролировать свою жизнь. Точнее, быть хозяином своей жизни, не подчинять себя своему эго и тем самым отдавать свою силу и энергию, а самому быть главным хозяином в своем доме, самому управлять своей жизнью. И именно поэтому религиозные предписания так важны для верующих, как и важны для каждого человека, ибо дисциплина, основанная на собственном выборе, помогает нам построить ту жизнь, которую мы хотим, а не быть лишь пассивной жертвой тех желаний, которые нам, по большому счету, не принадлежат. И в этом есть мудрость ислама, как и многих других традиционных религий. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.